Дорогие друзья, мы логично, наверное, движемся уже к завершению круглого стола. И надо сказать, что действительно, вот Ильдар Шамилович упоминал нашу ассоциацию, мы ее учредили как пока вот, наверное, неформальное сообщество ученых и в какой-то степени общественных деятелей, кто занимается тюркскими народами России, и не только России. Вот. Впервые мы собирались в 2019 году в Уфе. Но первая идея, наверное, появилась в 2017 году, в 1917 году. 2017. Интересно. В 2017 году на конгрессе антропологов, этнологов и антропологов в Ижевске. И, собственно, с тех пор, собственно, результат вот этого того разговора и, собственно, наше заседание в том числе. И, конечно же, здесь, в рамках этой ассоциации, в рамках постоянных дискуссий, они, я скажу, не вытихают, все время идет обсуждение. Я все больше прихожу к выводу, что действительно вот некий такой символизм, некий этнический, культурный дискурс мы должны на сегодняшний день, во-первых, поменять у себя, и он меняется на самом деле. Появляется некое осмысление о том, что если в советский период, когда действительно, когда разрушилась вот эта сословная система Российской империи, появилась другая система в виде, с одной стороны, национально-территориальных автономий, с другой стороны, национально-культурных автономий, эти же статусы республик, статусы народов Севера, статусы малых народов и так далее, статус казаков в том числе и так далее, и так далее. То есть тогда произошло некое, может даже в какой-то степени изоляция наших народов, который мог быть только сам по себе, мог существовать сам по себе народ. Вот, например, Нагайцы, да, у него очерчены его культурные рамки в рамках советского дискурса, да, в рамках ученого сообщества, литературы и так далее. А сейчас, мне кажется, мы должны несколько вот эти рамки, вот этот дискурс расширять, что любой народ, собственно, не мог быть народом без своих соседей, без взаимодействия. И здесь вот этот вопрос служилости, который мы сегодня поднимаем, это, мне кажется, ключевой аспект для наших народов, для таких народов, которые действительно имеют такое воинственное боевое прошлое. Это Нагаи, в первую очередь, калмыки, туркмены, да, но если уже выходить из Нижневолжского региона, да, то есть башкиры, естественно, и так далее. То есть через эту призму, я думаю, мы найдем очень много того, тех платформ, что ли, культурных платформ, дискурс, который действительно нам очень поможет в понимании социально-ролевого положения наших народов. Это мы должны осмыслять, и после того, как мы это осмыслим, дойдем, так сказать, до сути, а я думаю, мы уже близки к этому, мы сможем уже транслировать, и мы потихоньку транслируем уже уже на общественном уровне. И я думаю, перед нами большие задачи стоят, уйти от этого изоляционизма. Мы все понимаем, как в советское время пострадали многие народы от, так сказать, различных форм национализма, в том числе, здесь упоминался такая форма, как тотализм, да, где шла, безусловно, ассимиляция небольших народов. И сейчас, безусловно, как говорится, размер не имеет значения. Сейчас, если культура есть, язык есть, он достоин быть существовать. Да, наверное, самым показательным, то, что в последнее время, последние полгода, наверное, произошло, это знаменитый семинар в Институте языкознания по сибирско-татарскому языку, где вы знаете, да, где, с одной стороны, наверное, люди, так сказать, устаревающей формации апеллировали к малочисленности, зачем развивать сибирско-татарский язык. Мне кажется, современное видение не должно делать вот таких каких-то условностей в виде численности, да, если есть возможность нескольких людей сохранить язык, то да, мы должны, как общественность, в данном случае, как экспертное сообщество, прилагать усилия. Если есть действительно народ, который имеет великое, большое прошлое, и оно играет на геополитическом уровне колоссальную роль, я в первую очередь имею в виду Нагаев и Нагайскую Орду в данном случае,
и все вытекающие оттуда, в том числе добровольное присоединение Исмаил-Бия, да, договор с Иваном Грозным и так далее, и так далее. То есть, безусловно, это необходимо осмыслять, это необходимо доносить, необходимо развивать с нашей стороны. Все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Большое спасибо, Павел Иванович. Действительно, нам важно взаимодействие между этносами, межнациональный вопрос, вопрос служения России, да, это для башкир особенно актуален. Мы в прошлом году, собственно, мы весьма активно на этом направлении поработали, и с нагаями взаимодействовали, и с удмуртами взаимодействовали, финно-угорским, так сказать, кластером, и с казаками очень тесно общаемся, с донскими, с казаками Свердловской области. В общем, эта тема для нас очень важна, и я бы хотел наградить людей, которые действительно очень, я считаю, много сделали для того, чтобы укрепить межнациональное согласие, вот это взаимодействие между народами. И исполнительный комитет Международного союза общественного объединения Всемирный Курултай Конгресс Башкир награждает благодарственным письмом, выражает благодарность члену управления Центра нагайской культуры и этики Астраханской области, лидеру проекта «Юг Нагай» Амиру Дамировичу Мусаеву за значительный вклад в укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развития этнокультурного многообразия народов. И небольшой подарок от Башкир. Это Убыс. Давайте вот так вместе вступим. Чуть маленечко надо вот. Укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. И такой же подарок. Вот это уже немножко другой. Это уже так. Тоже Убыс. Спасибо.